Бисмилля, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры мувахиды. С позволения Аллаха субханаху ва та'аля, мы с вами продолжаем изучать «Ла иляха илляллах». И мы с вами дошли в книге до 12 главы. До 12 главы, которая является условием действительности веры. Альхамдулиллах, с позволения Аллаха субханаху ва та'аля, по великой милости Аллаха, мы с вами прошли аль-куфру бит-тагут, то есть первый рукн ля иляха илляллах. Это что? Это куфр бит-тагут. Это ан-нафи. Это отрицание, что является куфром бит-тагут. Мы с вами прошли, кто такой тагут. Мы с вами прошли, как проявлять неверие бит-тагут. Мы с вами прошли главу. Мы с вами прошли условия действительности куфра бит-тагут. И в этой главе, в 12 главе, мы с вами пройдем, иншаллах, условия действительности веры в Аллаха субханаху ва та'аля. Почему? Потому что в аяте Аллаха азза ва джалля говорит: «Фамай якфур бит-тагут», тот, кто проявит неверие в тагута, что мы уже прошли, после этого идет «ва ю'мин биллах» и уверует в Аллаха. И в этой главе мы, иншаллах, что возьмем условия действительности веры. Для того, чтобы у человека была вера в Аллаха субханаху ва та'аля действительной, ему необходимо иметь убежденность в 4 вещах. Первое – это вера в существование Аллаха азза ва джалля. Второе – это вера в господство Аллаха азза ва джалля. Третье – это вера в божественность Аллаха субханаху ва та'аля. Четвертое – это вера в имена и атрибуты Аллаха субханаху ва та'аля. И мы пойдем, иншаллах, по порядку будем, разъяснять каждый раздел. Первое – это вера в существование Аллаха субханаху ва та'аля. Вера в существование Аллаха указывает разум человека, а также здоровая фитра, здоровое естество, не говоря уже о доказательствах из Корана и Сунны. И сегодня эти мульхиды, которые приходят, эти атеисты, которые отрицают существование Аллаха азза ва джалля, они не понимают то, что откуда они появились. У них все, субханаллах, появилось из природы, или же они просто так появились. Нет. Ученые говорят: «Ла юмкину ан туджида нафсан بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا». Невозможно, чтобы человек произошел сам по себе, потому что бы то либо не было, не может создать себя. Так ведь он был ничем, и невозможно, чтобы он был творцом. Аллах азза ва джалля говорит: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Неужели не прошло то время, когда человек был неизвестен? В этой суре Аллах азза ва джалля упоминает первый промежуток и последний этапы жизни человека. Он азза ва джалля упомянул, что до сотворения человека прошел тот долгий срок, когда его не было вообще. Если вот эти люди, которые отрицают существование Аллаха азза ва джалля, им 20, 30, 40, 50 лет, до этого кем они были? Никем. Их даже никто не вспоминал, потому что они были никем. Их создал Аллах азза ва джалля. Аллах азза ва джалля, обращаясь к таким мульхидам, говорит: «Ам хулику мин гайри шейин, ам хумул халикун». Неужели они были сотворены сами по себе, или просто так? Или же они сами являются творцами? Знайте, о люди, знайте, о дорогие братья и сестры единобожники, что мы не были созданы просто так. Мы были созданы с определенной целью, а это поклоняться одному единому Аллаху азза ва джалля. Аллах субханаху ва та'аля говорит: «Вама халактул джинна вал инса илля ли'абудун». Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Также Аллах азза ва джалля говорит: «Инна фи халки самавати вал арди ва ихтиляфи лейли ван нахари ла аяту ли улил альбаб». Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения, аяты для обладающих разумом. О обладатели разума, неужели вы не разумеете, что все эти знамения указывают на величие его Творца? Сколь же глупки и жалкие те, которые думают или же убеждены, что они созданы природой, аузу биллях. В то время как сама природа не может создать самого себя, не говоря уже о создании других творений. В то время, когда Аллах азза ва джалля создал эту природу, эта природа также является
махлуком, созданным Аллахом Субханаху ва Тааля. В тафсире имам Ас-Сам'ани рахимахуллах говорит: يعني أن فيها دلالات على وحدانيته لذوي العقول. То есть во всем этом, во всем, что мы видим, это небеса, земля, это дерево, природа, люди, животные, моря, океаны, горы, все, что в этом мире мы видим, имеется доказательство на единственность Аллаха Азза ва Джалля. Для обладающих разумом. Конечно же, для обладающих разумом. Имам Аль-Бухари и Муслим приводят хадис от посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, который сказал: «Ма мин маулудин илля юладу аля аль-фитрах, фа абаваху юхаввиданихи, ау юнассиранихи, ау юмаджисанихи». Каждый человек рождается в своем естественном состоянии, будучи мусульманином. Фитра. Фитратуллахи лати фаттара наса алейха. Фитра Аллаха, который Аллах создал людей, это единобожие, это таухид, это мусульманин. Но затем его родители обращают его в иудаизм или христианство, или же огнепоклонничество. То есть каждый ребенок рождается мусульманином, однако он потом следует за религией своими отцами. Если они иудеи, то делают его иудеем. Если они христиане, то делают его христианином или же огнепоклонником. После того, как он родится мусульманином, его родители делают его иудеем, христианином или же огнепоклонником. А в наше время родители-демократы делают из своих детей демократами, секуляристы делают секуляристами, могилопоклонники делают могилопоклонниками и так далее. То есть ничем не отличается. Демократия является тагутом, куфром. У родителей демократов, когда рождается сын, они делают его демократами. Они делают его секуляристами. У суфистов-могилопоклонников, они делают их могилопоклонниками. Завещают им свои убеждения куфровские, валь-аяду биллях. Вера в господство Аллаха Субханаху ва Тааля, уединение его в господстве, это признание, что Аллах един в таких своих свойствах, как сотворение, господство, управление, дарование, пропитание, оживление, умерщвление, послание дождя и других. Единобожие человека не будет верным, пока он не признает, что Аллах, Господь, Властелин, Создатель, дарующий пропитание всем, и что Он дарующий жизнь и забирающий ее, дающий пользу и наносящий вред. И только Он отвечает на мольбы. Он отвечает на мольбы, не другие, ни шейхи, ни аулия, ни пророки. Валь-аяду биллях. Нет. У него нету сотоварищей. Ни приближенный ангел, ни посланный пророк. Он тот, кто ведает обо всем, в чьих руках все благо, и тот, кто в состоянии делать то, что пожелает. И сюда же входит вера в Аллаха, вера, что Аллахом предопределено и благое, и плохое, что все благое и плохое от Аллаха Азза ва Джалля. Аллах Азза ва Джалля говорит: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Таков Аллах ваш Господь. Нет божества кроме Него, Творца всякой вещи. Поклоняйтесь же Ему. Он является попечителем и хранителем всякой вещи. Аллах является попечителем. Аллах Азза ва Джалля хранит. Аллах Азза ва Джалля отвечает на дуа. Аллах отвечает не какие-то создания, не какие-то аулия, не какие-то могилы, не какие-то камни, не какие-то деревья, которым поклоняются помимо Аллаха, избрали божеством помимо Аллаха Азза ва Джалля и стали мушриками, многобожниками, взяв себе иного божества помимо Аллаха. В другом аяте Аллах Азза ва Джалля говорит: «Куль ма ярзукукум минас самаи вал ард». أَمَّنْ يُمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Аллах Субханаху ва Тааля говорит этим многобожникам, обращаясь к ним, говорит: скажи им, кто одаряет вас уделом с неба и земли, кто властен над слухом и зрением, кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами? Они скажут: Аллах.
Скажи, неужели вы не устрашитесь? Многобожники курайшиты признавали часть господства. Они верили в господство, в рубубия Аллаха Азза ва Джалля. Они признавали, что Аллах сотворил, Аллах дарует пропитание, Аллах оживляет, Аллах умертвляет, Аллах Азза ва Джалля управляет небом и землей. Но это не помогло им. И не будет человек единобожником, пока не утвердит господство Аллаху. Пока не утвердит господство Аллаху. Если раб утвердит господство Аллаху, то он будет поклоняться только Ему, только Аллаху Азза ва Джалля, и не будет предавать Аллаху сотоварища. Не будет предавать Аллаху сотоварища. И второе, в чем должен быть убежденным, чтобы он был мусульманином, это вера в господство Аллаха Азза ва Джалля. Это таухид ар-рубубия. Это признание, что Аллах един в таких свойствах, как сотворение, как мы уже упомянули, как управление, дарование, пропитание, оживление и умерщвление, послание дождя и так далее. Единобожие человека не будет верным, пока он не признает, что Аллах – Господь, Властелин, Создатель, дарующий пропитание всем и вся, и что Он дарующий жизнь и забирающий ее, дающий пользу и наносящий вред – это Аллах, и только Он отвечает на мольбы. Он тот, кто ведает обо всем, в чьих руках все благо, и тот, кто в состоянии делать то, что пожелает. И сюда же входит вера в то, что Аллахом предопределено как благое, так и дурное. Эту составляющую, или же этот вид единобожия не оспаривали многобожники, к которым был направлен посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они в общих текстах, в общих чертах признавали таухид ар-рубубия. Как Аллах субханаху ва та'аля говорит: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Если ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут: их сотворил могущественный, знающий. Они подтверждают, что Аллах управляет всем, и что в его руках владычество небес и земли. Этим мы понимаем, что подтверждение единственности Всевышнего Аллаха в господстве, в ар-рубубия, недостаточно, чтобы человек был мусульманином, чтобы исповедование ислама человеком было верным. Нет, напротив, наряду с таухидом ар-рубубия должен подтверждать и то, что подразумевается, это составляющая часть единобожия. Он должен признать единственность Аллаха в поклонении, в таухид аль-улухия, уединять Аллаха субханаху ва та'аля в поклонении. Потому что эти курайшиты и многобожники, с которым сражался посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, они признавали, что Аллах, дарующий пропитание, Аллах дает жизнь, Аллах забирает жизнь, Аллах, который отправляет дождь, который дает им детей. Однако они приобщались сотоварищей Аллаху иными, в поклонении иным божествам. Они говорили: «Ма на'будухум илля лиюкаррибуна иля Аллахи зульфа». Мы не поклоняемся этим идолам, этим аутанам, да, этим идолам, кроме как чтобы они этим божествам, кроме как они чтобы приблизили к Аллаху субханаху ва та'аля. Эту составляющую часть единобожия, то есть таухид ар-рубубия, не отрицал ни один известный нам человек. Ни один из творений Аллаха не утверждал, что у этого мира два равноправных творца, валяяду билля. Все признавали таухид ар-рубубия, кроме фараона. Он отрекся от этого, от гордости и упрямства. Стал утверждать, да проклянет его Аллах, что он есть, он и есть Господь. Всевышний Аллах, рассказывая о нем, сказал: «Факаля ана раббукумул а'ля». И сказал: «Я ваш Всевышний Господь». Валяяду билля. Фараон сказал: «Ма алимту лакум мин илахин гайри». Фараон говорит: я не знаю для вас иного Бога, кроме меня. Эти слова были произнесены им из-за гордости, так как он знал, что не является Господом, как Всевышний Аллах говорит: وَجَهَّدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلْوًا. Они отвергли их несправедливо и надменно. А рассказывая о Мусе, алейхиссалям, когда он вел диспут с фараоном, Всевышний Аллах говорит: «Лакад алимта ма анзаля хауляи илля раббу самавати валь ард». Ты уже знаешь, что никто иной,
а только Господь небес и земли не спаслал их в качестве наглядных знамений, в качестве доказательств. Фараон верил в душе, что Господь – это Аллах, великий, всемогущий Аллах Азза ва Джалля. Также таухид ар-рубубия отвергался и язычниками, заострийцами, пример. Они утверждали, что у мира два творца – свет и тьма. Но наряду с этим они не считали их равными. Они говорили, что свет – это лучше тьмы, как то, что он творит добро, а тьма творит зло. И творящий добро лучше творящего зло. А также они говорили, что тьмы не существует и не светит, а свет это существует и светит. И он, то есть свет, совершенен по своей сущности. И слова о том, что многобожники подтверждали таухид ар-рубубия, то есть верили в единственность Господа Аллаха, что Аллах дарует жизнь, что Аллах создал небеса, землю, что Аллах дарует им пропитание, не говоря о том, что они сделали это в полном смысле. Это не говорится о том, что они в полном смысле, как мусульмане, как муахиды, или же уверовали в это правильно. Они подтверждали таухид ар-рубубия в общем. То есть они говорили, да, Аллах сотворил небеса, землю, как об этом Всевышний Аллах сказал в аятах, упомянутых выше. Однако у них были ошибки, которые портят единобожие. К примеру, они говорили, что дождь дают звезды, что прорицатели и гадалки ведают о сокровенном. Есть и другие подобные примеры многобожия в таухид ар-рубубия, однако количество этих ошибок мало и ограничено, если сравнить с проявлением их многобожия в таухид аль-улухия, то есть признание единственности Аллаха в Его божественности, в поклонении. В Его божественности и в поклонении. И, иншаллах, я думаю, сегодня мы на этом остановимся и продолжим, то есть возьмем, иншаллах, две остальные составляющие часть убеждений, которые должен иметь мусульманин на следующем уроке. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.